массового истребления пошло вот как раз 17 апреля 1921 года, когда было уничтожено около 35 тысяч казачьего населения с разных станиц. По приказу Орджоникидзе под красными знаменами были вырезаны станица Тарская, Сунжинская, Фельдмаршальская, хутор Попов и другие станицы, ближайшие вот здесь вот земли вокруг Владикавказа. Именно красными ингушами. Ну, спросим, белых ингушей я не встречал. Вот. Именно под красные знамена и слова советского правительства, как они говорили, это Красная гвардия Кавказа. Они гордо называли ингушей и чеченцев. Это гвардия ихняя, которая вырезала женщин, детей и стариков. В основном казаки были на разных фронтах, поэтому в станицах как такого боевого населения не оставалось. И вырезали безоружных. Выселке подверглись 21 станица по Терскому казачьему войску. И, говорит, освободите станицы и поселяйтесь в них. Вот вам земля, вот вам и населенные пункты. Они так и сделали. Вот эти все земли они вырезали и поселились. Потом, значит, идет подмена понятия истории. И после этого они стали называть эту землю исконно ингушской землей. Элитная гвардия, вот здесь вот, которая по национальности ингуши в 1992 году напала на Республику Северная Осетия. Ну вот в советское время, это вот территория Терского казачьего войска. Наша казачья земля, к которой они пришли и начали, опять же, вышли на войну, как, я не знаю, как фашисты в 4 утра. Также фашисты напали на Советский Союз в 4 утра. Все подготовлены, до зубов вооруженные, напали на спящий город и ближайшие пригороды и поселки. И началась резня опять, то же самое. Это во Владикавказе? Да, во Владикавказе. Вот они дошли, вот здесь вот они, вот второй редакт, здесь они были на Поповом хуторе, Водозабор, Кавдаламид, поселок Южный, это Владикавказ все. Когда мы приехали сюда и разговаривали с очевидцами, говорит, с люлек доставали детей и били, за ноги брали, и били головой об стену и разбивали головы младенцам. То же самое говорили нам старики, когда был геноцид 20-х годов. Посмотрите, почерк один и тот же. Один и тот же почерк геноцида. И он повторяется постоянно. В 1957 году, когда их вернули ссылки, они приехали зажиточными гражданами, им компенсировали деньги, они поприезжали сюда на машинах тогда, Волгах, Победах здесь. И первые шаги, которые они сделали здесь, тем более вот в Гродно, когда эшелоны подходили, потом по рассказам наших старших, на дорожной станции вот, с палочками, желтыми флажками стоят, встречают поезда и провожают. Вот этого работника железнодорожной станции сразу же убили. Потом убили начальника станции. И опять пошло убийство людей в городе Грозном. И вот смотрите, это 1957 год. Дальше какие-то были не более значительные, но были убийства, это в 60-х годах, но не такого массового выступления. В 1973 году ингуши вышли на площадь в городе Грозном. На конях, там, бричках поприезжали и оккупировали весь город. С требованием отдать правую сторону Владикавказа и вот ближайшую правую сторону, это, по их словам, это исконно их земля. 1981 год. Я тогда служил срочную службу в армии. Ну, по работе матушка приехала и говорит, что там творится, говорит, в Орджоникидзе. Ну, тогда Орджоникидзе назывался. Опять здесь пошла поножовщина осетин и ингушей. И опять требование отдать правую сторону Владикавказа и пригородный район. Смотрите, тенденция какая. Постоянно, через какое-то 9-10 лет идет определенное выступление этого народа. Почему? Значит, она не хочет жить в мире, здесь со всеми вместе. Не создать этого общего дома на Кавказе. Вот испокон веку наши вот земли, на Сунже сейчас, которые проходят по нынешней Ингушетии и Чечне, это исконно гребенские земли. Исконно. Никогда на этих землях ингуши не жили. Никогда.